26 ноября признано официальным днем чувашской вышивки. Сегодня у нас в гостях Галина Арсентьевна, преподаватель 5-й школы, которая специалист в своем деле. Здравствуйте, Галина Арсентьевна. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас столько вышивок? Здравствуйте, Гузель. Столько вышивок – это все работы детей. Дети на уроках технологии работают по разделу «Художественные ремесла», и мы с ними выполняем с 5 по 8 класс вот такие работы. А как давно вы вообще занимаетесь этой работой? Этой работой я занимаюсь с момента, как познакомилась с Евгенией Николаевной Жачевой, исследователь чувашской вышивки и мастер. С Евгенией Николаевной Жачевой мы знакомы с 2006 года со семинара в Республиканском доме творчества. И вот с этого момента эта вышивка меня заворожила. И с 2008 года я включила в рабочую программу для обучения детей. У вас и у ваших детей очень красивая работа. Расскажите, что означают узоры на вышивках? Действительно, каждый узор символизирует, и составление узора у чувашского народа связано с явлениями природы, из жизни. Не зря из истории мы узнаем, что, например, нагрудная часть женской рубахи диктует, что можно узнать всю судьбу женщины, счастлива ли она в семье, сколько детей. Вот для примера, в частности, возьмем вот эту салфетку. Вот этот узор называется «Звезда счастья», «Телей Щелдори». Действительно, например, сегодняшний день, день чувашской вышивки. Кто появится новорожденные на свет, им подарит республика именно вот рубашечки и пеленочки с таким знаком «Звезда счастья». И не зря чувашскую вышивку называют письменами, то есть нужно уметь их просто читать. Вот, например, взять эти салфетки, выполненные детьми 5 класса. Здесь есть прямые стежки, стежки, расположенные зигзагом. Зигзаг – это ручеек, то есть в письменах отражается еще явление природы, потому что чувашский народ издревле занимались земледелием. Цвет черный, он не зря выбирается, это цвет земли. Цвет желтый – это цвет солнца. А цвет зеленый-синий – это синий цвет неба, зеленый цвет природы. То есть вся природа оживает и получает отражение через чувашскую вышивку. Поэтому дети понимают, что действительно вот в этих узорах есть отражение всех природных явлений. Расскажите, пожалуйста, какими швами выполняется чувашская вышивка? Действительно, каждый цвет чувашской вышивки имеет свой смысл. Так как чувашский народ издревле занимались земледелием, любой узор обрамляется черным цветом. Там есть свои правила. Если, скажем, вот вымпел, весь эскиз взять за 10 частей, из 10 частей 6 частей занимает красный цвет, то есть преобладает красный. На втором месте 2 части занимает желтый цвет, а синий и зеленый, они как-то наравне. Поэтому Евгения Николаевна Жачева всегда на курсах своих, на семинарах об этом подчеркивает. И в любом узоре, хоть это поясное украшение, хоть это узор, который используется в рушниках, что это обозначает родословные, вот эти правила должны сохраняться. А какие названия есть у швов? Названия швов, действительно, их более 30 видов, и каждый вид имеет еще разновидности. Если связать с обучением, например, с 5 класса мы начинаем изучать швы с контурных и с мелких узоров. Вот эти работы здесь как раз они выполнены мелкими узорами. В 6 классе начинаем изучать швы для заполнения. Это, значит, вот эти нынешние работы 8 классов, шов шулам, шов хандас, они используются для заполнения. Дальше. Есть еще свои секреты при выполнении. Если изделие рассматривается с обеих сторон, например, как издревле невестка,
одевала, покрывала невесты, здесь обязательным было правило, чтобы использовать двусторонние швы. То есть эти швы не имеют разницы с лицевой и с изнаночной сторон. И есть еще швы двусторонние, то есть они вначале выполняются по лицевой стороне, а потом по изнаночной стороне. Вот в этом есть секреты. И еще важно, чтобы при выполнении любых швов узелки не выполняются. Конец и начало нитей прячутся под стежками. Издревле невестка, готовясь к замужеству, выполняла себе приданое, и в это приданое обязательно входило покрывало невесты. И вот это покрывало невесты, оно выполнялось именно швами, что с обеих сторон абсолютно одинаково. И глядя на это изделие, и старались выбирать себе невестку. То есть шов выполнен аккуратно, значит и невестка в жизни будет аккуратной, чистоплотной, и что важно для любой хозяйки. Когда я об этом детям говорю, и дети сами свою работу оценивают, и бывали такие случаи, что девочки говорят, меня бы никогда в жены не взяли, глядя на мою вышивку. Расскажите, почему чувашские вышивки украшают национальные костюмы? Чувашская вышивка, она же выполнялась раньше не только для красоты. Как я сказала чуть раньше, имеет смысл. И поэтому со смыслом предки чувашского народа использовали каждый шов по назначению. Например, если взять элементарно чувашский костюм, женский именно, исследователи, этнографы, как это рассматривают? Значит, область пояса в костюме отражает светлый мир, выше пояса отражает верхний мир, ниже пояса отражает нижний мир, потому что предки чувашского народа мир представляли, как бы состоит из 3 слоев. Вот здесь отражается в костюме именно жизнь, быт предков чувашского народа. То есть заложена вся история в этой вышивке. И поэтому, я думаю, вот это не просто красота, но и смысл того, что, глядя на костюм, можно определить, что это чувашский костюм и принадлежит какой же группе этнографической? Верховой группе или верьялов, так называют по-чувашски, средней низовой группе или низовой группе. Низовые чувашки, они переняли свой костюм с татарского народа, то есть на костюм низовых чувашей влияние оказало татарский костюм. И они чаще всего шили одежду из пестреди. Что значит пестредь? Это вытканные в клетку ткани из разных цветов нитей. Вот. А верьялы, они больше вышивали по счету ниток именно вот этими узорами, швами. Если рассмотреть сурбан, верьялов состоит из мелких узоров. Вот таких мелких, к примеру, самых простых. А сурбан средне-низовых чуваш украшен более крупными узорами, и поэтому даже вот по элементу костюма сурбан можно определить принадлежность чувашки к какой этнографической группе. Какие чувства вы испытываете при работе? Ну, как педагог, обучая детей в школе, хочется привить к ним элементарные навыки выполнения швов. А чтобы это привить, нужно пропустить каждый шов, каждый узор через себя. То есть моя задача не просто научить каким-то швам, чтобы у детей выработался интерес к этим швам, интерес к узорам, интерес к смыслу узоров. И важно не просто, например, к чувашской культуре привить можно интерес, возродить можно чувашскую культуру не просто через песни, через танцы, точно через вышивку. Потому что издревле чувашских девочек обучали вышивке
с 5-6-летнего возраста, хотя они не умели ни читать, ни писать. А в настоящее время, я думаю, и наукой доказано, дети пишут проект, проводят исследования, доказано, что действительно вот эта счетная вышивка благоприятно влияет на современных школьников, развитию математической логики, математического мышления, развитию мелкой моторики, потому что она является счетной и очень тесно связана с математикой. Мне и нашим зрителям, я думаю, было очень интересно послушать историю вышивки. Спасибо вам большое за интервью, было очень интересно. Спасибо вам за такую познавательную передачу жителям нашего города и современным школьникам.